Беларусь, соседняя с нами страна, с 1994 года, с момента появления в Беларуси поста президента, этот пост, это кресло занимает бессменно один и тот же человек, всем, наверное, известный Александр Григорьевич Лукашенко. Его очередные выборы, а можно прямо говорить, что это его выборы, потому что никого не допускают к выборам президента реальных конкурентов, никого не допускают, всегда побеждает Лукашенко на этих выборах, должны состояться в 2020 году. И уже потихонечку в Беларуси готовят общественное мнение к этим самым выборам 2020 года. Готовит их общественное мнение, вернее, и сам Александр Григорьевич Лукашенко потихонечку, полигонечку уже готовит избирателей к своему очередному переназначению на высший пост. Вот несколько дней назад, назначая нового главу Минского горисполкома, то есть нового мэра столичного, Александр Григорьевич Лукашенко произнес следующую тираду, которую я сейчас частично процитирую. «Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы». Конец цитаты. Что имеет в виду Александр Григорьевич Лукашенко? Имеет он в виду очень непростую задачу, которую сам же сейчас ставит перед всем своим госаппаратом мощным. Дело в том, что до недавних пор в Беларуси не было более пророссийского кандидата, чем сам Александр Григорьевич Лукашенко. Он во всем и всегда следовал вектору российскому. Если и спорил там с Путиным или с кем-то из окружения этого карлика, то эти споры были такие исключительно, имели такой исключительно демонстративный вид, показать, что Беларусь чего-то хочет от России и готова торговать своим суверенитетом только в обмен на какие-то большие деньги. Но в 2014 году, после захвата, после аннексии Крыма, после того, как Россия развязала войну на территории Донецкой и Луганской областей, Александр Григорьевич Лукашенко начал потихонечку понимать, что его страна находится в небезопасном положении, и что вот эта его пророссийскость может привести к тому, что если вдруг этот плешивый Путин решит начать оккупацию какой-то из белорусских областей или всей Беларуси в целом, то вот эта пророссийскость приведет к тому, что сами белорусы, по крайней мере, многие из них, даже не воспримут появившиеся российские полки как оккупантов. Ведь если президент пророссийский, то, может быть, он сам позвал. И Александр Григорьевич начал потихонечку разворачивать общественное мнение в сторону европейского выбора. Здесь он действительно рискует, потому что эта вот проевропейскость всегда была таким коньком оппозиционных партий. Они, оппозиционеры, с самых первых дней независимости Беларуси рассказывали о том, что Беларусь — это, в общем, Европа, что у Беларуси как раз самый что ни на есть проевропейский выбор. Вот Минск 2010 года, протесты, очень хорошо помнят те морозные дни, очень было холодно. Эту ночь, кстати, я закончил в здании КГБ Беларуси. Меня задержали, как и многих моих коллег, которые пытались освещать тогдашние протесты проевропейские. Так вот, Александр Григорьевич Лукашенко потихонечку разворачивает сейчас общественное мнение в сторону Европы, но ему это нужно сделать так, чтобы, повернувшись к Европе, избиратель не повернулся лицом и к проевропейским политикам, уже сделавшим себе или попытавшимся сделать себе имя на проевропейском выборе. Именно поэтому Лукашенко вот в очень сложное положение поставил госпропаганду. С одной стороны, они должны теперь меньше хвалить Россию, больше хвалить Европу, а с другой стороны, сделать это так, чтобы у людей даже где-то там на окраине сознания не появилась мысль о том, что подождите, стоп, если мы теперь хвалим Европу, а если мы теперь идем в сторону Европы, то, может быть, нет ничего плохого в том, чтобы и проголосовать за тех политиков, которые все это время говорили о необходимости европейского выбора. То есть вот сам себя загнал Александр Григорьевич Лукашенко в не очень простую ситуацию.
И понятно, что он победит на этих выборах не мытьем, так катаньем. Надо будет нарисуют ему любые проценты на предстоящих в 2020 году выборах. Но вот главная интрига этих выборов состоит в том, не скатится ли сейчас пропаганда понятно, что не скатится. Не создаст ли в умах людей пропаганда настолько про европейскую ориентацию, что они в какой-то момент, как тогда в 2010 или в предыдущих годах, не выйдут на улицы и не потребуют уже окончательно проевропейского выбора, окончательно европейского выбора для страны, который в том числе будет значить и в конце-то концов вот эту вот ликвидацию монополии Лукашенко на власть, ликвидацию вот этого вот бессменного президентства одного человека.